Здравствуйте, добрый день. Сведения о традиционной религии якутов до начала кампании их массовой христианизации собраны в книге Линденау «Описание народов Сибири». Это очень грамотный автор, сотрудник Российской академии, участник второй Камчатской экспедиции. Нас интересует глава 24 его «Описание якутов», называемая «О Боге, ангелах, дьяволе, различных духах и разновидностях последних». Линденау объясняет, что якуты называют Бога Тангара, который является Троицей, то есть это божество разделено на три лица, называемые Артойон, Аитойон и Сюгетойон. Для того, чтобы описать местоположение различных небесных существ, Линденау считает, что различные места их нахождения не могут быть представлены никаким другим способом, как только с помощью компаса, потому что они располагаются по его разделению. При этом он располагает членов Божественной Троицы на востоке. С одной стороны Артойон помещается Сюгетойон, с другой Артойон. Линденау пишет о других небожителях якутской религии. За Тойоном находится Хомпарун Хотой, который, по-видимому, рассматривается как архангел. Он имеет под своим началом Йогей. Они имеют престол с юго-востока до юга. Далее говорится, что с юга до юго-запада располагается Барлах со своим родом, а именно с Бай-Баянай, Элиптюрген, Кураче, Сюрюк, Куралай-Мерген. Для всех названных небесных существ современные исследователи якутского тангризма используют термин «айы». В глазах Линденау главным айы является Хомпарун Хотой, которого он рассматривает как архангеля. В его подчинении находится Джюгегей. Тогда, очевидно, этот айы имеет статус ангела, так же, как все другие айы. От юго-запада до запада находятся Серичите. Они неисчислимы, ибо каждое озеро, река, гора и дерево имеет свое ичи. То есть это духи природы, которые в описании Линденау также являются небесными жителями. С запада до севера и подземном мире находятся Абага и другие темные силы. С севера до востока находятся покровители рогатого скота Анахсыт Тангара. Якуты рисовали своеобразные иконы наиболее популярных небожителей. Линденау пишет: «Каждый якут имеет барлах в своей юрте. Он по представлению якутов является ходатаем за них у Тангара, чтобы им сопутствовала удача на охоте». Якуты помещают изображение Анахсыт Тангара на куске кожи с тремя лицами, на голове пучки перьев. Эти куски кожи подвешиваются над сосудами для молока. На южной стороне неба живет Улу-Тойон, глава 8 родов духов, которые носятся в воздухе. На южной стороне неба, только несколько ниже, чем Улу-Тойон, находится небожитель Устерде, кузнечный корень, покровитель кузнецов. Дополнительные материалы можно найти в работах академика Гоголева и большого знатока якутского тангризма Афанасьева Терись, которые можно найти в электронной библиотеке Международного фонда исследования Тенгри. Например, Анатолий Игнатьевич так комментирует миф о создании Вселенной, записанный Линденау. Мир, созданный триадой богов, состоял вначале из неба, которое было как маленькое кольцо, и земли, которая была похожа на большой четырехугольный коврик.
Позже постепенно земля и небо стали увеличиваться. Интересно, что данный сюжет встречается в древнеиранской мифологии, где излагается тема постепенного взращивания мира и расширения неба. В своей статье «Тенгризм якутов» Лазарь Афанасьев Терис формулирует основные постулаты якутского тенгризма, из которых главным является первый постулат о том, что якутский тенгризм является монотеистической религией. Заметим сразу, что количество ипостасей тангра, а также перечень аи и других небожителей может сильно варьироваться, что является показателем гибкости якутского тенгризма, а не его слабости. Терес пишет, что Кулаковский на заре XX века удивлялся, как такой маленький народ сумел создать такую высокоразвитую религию. Но мы думаем иначе. Якутский народ раньше жил в тюрко-монгольской среде, был участником крупных исторических событий именно в то время, когда в этой среде господствовал тенгризм. Затем якуты перекочевали на север, и учение тенгризма привезли туда с собой. Здесь же они жили в окружении северных народов. Все это время тенгризм сохранился у них в изначальном виде. В то же время многие монгольские и тюркские народы стали терять изначальность своего тенгризма. Когда начали приходить русские на север, они стали якутов обращать в христианство. Но это не удалось. Они превратили христианство во внешнюю религию якутов, а свою собственную религию якутов во внутреннюю. Почему не удалось превратить якутов в истинных христиан? Не случайно якуты не приняли содержание христианства. Якутский тенгризм по идеологии стоял выше христианской. Терис также пишет, что каждая религия может восприниматься как разновидность тенгризма. В связи с этим посмотрите отрывок из моего видео «Тенгризм Якутии». При переводе религиозной литературы на якутский язык используются тангрианские термины. Бог переводится как «тангара», христианство как «тангара-юрага», то есть учение тангра, церковь как «тангара-джете», дом тангра. Используются термины «ага тангара», «отец Бог», «Ол Тангара», «Сын Бог», «Христос» и так далее. Но даже немногочисленные якуты-христиане, отмечающие серьезно некоторые основные православные праздники, продолжают придерживаться тангрианских ритуалов поклонения духам, кормления огня. Таким образом, на самом деле, большинство народа воспринимает христианство как часть тангризма. И это соответствует тому, что в эпоху классического тангризма степняки считали, что на самом деле они верят в того же Бога, что и христиане, мусульмане, иудеи, что все религии являются различными путями, ведущими к единому и великому Богу. Наиболее почитаемым предком якутов считается Эллей-Батур, который родился в XIV веке, где-то при Байкалье или, может быть, даже южнее. Его отца звали Татар Тайма. Из этой карты видно, что Прибайкалье находится недалеко от сердца Великой империи тюрко-монгольских народов, созданной Чингисханом и его потомками. Поэтому ясно, что предки Эллей-Батура принимали активное участие в жизни этой империи. Многие из них служили в войсках и совершали дальние походы. В любом случае, все они прекрасно знали кредо классического тангризма. Якутская религия восходит к тенгрианской религии степных народов – гуннов, древних тюрков и средневековых жителей Великой Монгольской империи. В XIII веке эта религия была достаточно хорошо зафиксирована в письменных источниках, посланиях великих ханов,
папам римским, французскому королю святому Людовику и других источниках. Достаточно, например, прочитать внимательно путевые записки великих путешественников Плана Карпини и Вильяма Рубрука. Из всех этих источников видно, что кредо классического тангризма было основано на 3 идеях. Во-первых, на идее толерантности, сформулированной в виде «существует только один Бог». Он дал человеку много пальцев, и точно так же он дал ему много путей к единому Богу. Вторая идея – это идея всеобщего мира, выраженная словами «Волей вечного неба весь мир от востока до самого запада будет объединен в радости и мире». Третья является идея всемирного правительства. Перейдем теперь к якутским тенгрянским молитвам. Для нас тангрянская молитва является способом мобилизации своих жизненных сил. Таким образом, тангры являются для нас в значительной мере символом, позволяющим мобилизовать психологические и другие внутренние известные и неизвестные ресурсы. Я перевел молитвы Алгыса Териса на русский, французский и английский языки.